предков привел Любовь Семеновну Дедух к нам сегодня сюда, в этот зал, в Национальную библиотеку. Посмотрите, какая она сегодня. Ее предки, и вот этот зов предков привел родом, значит, она родом, как я уже сказала, по отцу из Чувашии, любили этот замечательный край, наш гостеприимный край. И вот, наверное, несмотря на то, что Любовь Семеновна прожила и живет в Сибири, да, в суровом таком крае, где суровые морозы, несмотря на многие жизненные невзгоды, ее предки принесли эту любовь через десятки лет и подарили эту любовь ей самой, а она ее передала дальше своим детям и внукам. Вот что самое удивительное, это ее сердце, которое любит Чувашию, и сегодня она захотела с вами встретиться. И мы с удовольствием ее сегодня приветствуем. Давайте еще раз похлопаем. Любовь Семеновна Дедух, член Союза российских писателей, поэтесса, автор песенных текстов. Входит в состав творческого литературного клуба альманаха «Новый енисейский литератор» в городе Красноярск. С 2012 года член Союза писателей Чувашской республики, автор 4 поэтических сборников: «Позывные любви», «Позвольте стать вам другом», «Познаю себя», «По зову сердца моего». Любовь Дедух – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадные песни» и дипломант 1 степени в номинации «Песенные тексты». Родом, значит, она родом, как я уже сказала, по отцу из Чувашии, любили этот замечательный край, наш гостеприимный край. И вот, наверное, краевого конкурса «Красноярская песня-2012». Награждена национальной премией имени Ивана Яковлева. Имеет благодарственное письмо от президента Национальной академии наук и искусств Чувашской республики Михаила Николаевича Юхмы. Звание народного академика Академии науки, культуры и литературы краевого конкурса Красноярской республики. Слово для приветствия предоставляется членам Союза писателей Чувашской республики, поэтам, лауреатам многих литературных премий Галине Бергалис и Любови Петровой. Пожалуйста. Дорогие друзья Республики. Как мы познакомились с Любовью Дедух? Это был, по-моему, 12-й год, да? 12-й даже, вот видите, даже 12-й. То есть она приехала сюда, и она очень захотела встретиться с поэтами, с писателями. И вот друг Александра, значит, набрал номер телефона, да, через интернет набрал Министерство культуры, и сказали ему, что скажи, где? В художественном музее сегодня вечер у Эльвиры Соловьевой. И явно дело там будут очень много, значит, пишущих товарищей. И вот она прослушала, значит, просидела этот вечер, прослушала все, потом, значит, подошла к нам, а мы так это после вечера тут же в зале собрались, стоим таким кружочком. Она подошла и говорит: я тоже поэтесса. Но я, говорит, приехала из Сибири. Вы с Любушкой сразу крылья развернулись, крылья расправили, потому что я сибирячка сама. Я сибирячка-сибирянка, Да. нам стало тепло. И мы обнялись, она нам, значит, книги дала, и мы вечером созвонились, я говорю: послушай, каждое стихотворение поется. Да, поется. Берем в союз? Берем. И мы все это принесли Михаилу Николаевичу Юхме. Значит, он все это посмотрел, кому-то дал, показал, еще там кому надо, значит, это. И мы попросили его, он говорит: а так где фотографии? Я говорю: так она мне оставила, я говорю, целую пачку своих фотографий, найдем. То есть нашли фотографии для удостоверения, все засняли, как он нам, значит, это вручал это. И я потом отправляю ей посылочкой, бандеролькой маленькой, и говорю ей по телефону: я тебя очень прошу, когда получишь эту бандерольку, одна не открывай. Я говорю: дождись, говорю, Сашу с работы, позови своих детей, и тогда только открой. Что ты там мне отправила? Я говорю: ну вот тебе расскажи, увидишь потом, когда получишь. И вот она потом звонит, значит, открыла, а там
что ее приняли в Союз писателей Чувашской Республики. Вот. Она, конечно, была в шоке, а мы тоже пребывали в очень таком благодатном шоке, потому что, ну, правда, заслуживает внимания, чтения, заслуживает всего самого доброго и искреннего. И вот с тех пор, то есть я потом к ней ездила в Сибирь на ее юбилей, вот, то есть там уже познакомились, и вот было, знаете, что отрадно, то есть когда узнали, что я от Юхмы, ко мне приходила чувашская диаспора, они вот так вот меня трогали, что я от Юхмы, вот представляете, это такая для них величина, но он и для нас величина, то вот когда чуваши живут где-то там далеко, конечно, очень приятно, когда вот такие вот случаются встречи. Мы очень рады, что в наш союз влилась Любаша, Любушка, любовь. Вот все ее стихи проникнуты любовью. Я думаю, что у вас будет возможность познакомиться с ее творчеством. И мы счастливы, что сегодня она снова с нами. Да. Как мы познакомились с Любовью Дедух? Это был, по-моему, 12-й год, да? 12-й даже, вот видите, даже 12-й. То есть она приехала сюда, и она очень захотела встретиться с поэтами, с писателями. И вот друг Александра, значит, набрал номер телефона, да, через интернет набрал Министерство культуры, и ей сказали, сегодня Михаил Николаевич пришел, вот Юхма Михаил Николаевич, он пришел, поднялся в вестибюль, но так как сегодня вот такая у нас, такие праздничные дни, к нему едут, идут и едут, и он попросил прощения, то есть поздравляет вас. Мы сегодня, Михаил Николаевич, дорогая моя Любовь Дедух, со всеми твоими заслугами, и попросил, чтобы мы вручили тебе то, что он принес. Всечувашская национальная премия имени Розы Шевлеби в 1922 году присуждается Любови Семеновне Дедух за выдающиеся успехи в общественной и просветительской деятельности, за неустанную работу по воспитанию молодежи в духе любви к родине, за успехи в изучении истории, национальной культуры, добрых традиций и обычаев родного народа. Я хочу сказать, что не только сама Любушка, Любаша пишет стихи, пишет прекрасные стихотворения ее дочка. И вот Михаил Николаевич дал нам поручение вручить такой диплом. Диплом за номером 055 Всечувашской национальной премии имени Яковлева присуждается в 2022 году Олесе Александровне Дедух за подвижническую деятельность во имя возрождения чувашского народа, за большие успехи в творческой деятельности, за неустанную работу по поднятию престижа чувашской национальной культуры на международном уровне и за талантливую книгу «Расширяя надежд горизонты». Вот эта книга была отмечена, да, на каком-то международном фестивале. И что получила Олеся? Премию, диплом, да? Вот, поэтому мы вручаем маме вот эта награда. Олеся в Сибири. Будет вручена Олесе, мы ее поздравляем. Да. Михаил Николаевич передает, чтобы ты читала о традициях нашего народа чувашского, да? Чтобы ты не забывала свою родину, свои истоки и почаще приезжала к нам. Да, я третий раз уже приехала, чему мы очень рады. Дорогая моя Любовь Дедух, со всеми твоими заслугами, и попросил, чтобы мы вручили тебе то, что он принес. Я с большой радостью предоставляю слово Любови Дедух. Добрый день.
Я очень рада, что в такой знаменательный день здесь оказалась. Очень благодарна этой земле, кланяюсь и людям, живущих на ней. Очень от всей души благодарна Юхме, естественно, Билгалис, вот Петровой Любе, как сказали. И я хочу назвать тоже человека, который все-таки, так сказать, с мертвой точки сдвинул и пригласил нас. Это Горловой Василий Николай Васильевич сюда. И отсюда вот все пошло, как вот девочки сказали. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мои друзья, я очень рада, поверьте, каждому из вас. Не наивысшая награда, глаз лучезарный ваших глаз. Как росток без света, как без солнышка цветок, когда нет читателя. Спасибо большое. А как звучит ваша жизненная кредо? Берегите друг друга, люди. Семен очень много мудрых жизненных таких стихов философских. Мы еще об этом сегодня поговорим. А сейчас я хочу вот о чем сказать. Я вчера с ним познакомилась, с Любовью Семеновной и с Александром Андроновичем. Они ко мне пришли обсуждать, какие мы будем песни включать, да, какие стихи будут звучать, в какой последовательности. Вот. И меня что поразило, вот таких вот пар семейных, да, наверное, не так много, к сожалению, потому что сразу чувствуется, что любовь, взаимоуважение царят в их семье, да. Это удивительная семья, потому что как смотрит Александр Андронович на Любовь Семеновну, это, знаете, это не опишешь словами. То есть сразу говорит, такая любовь, такое вот, я не знаю, он так трепетно к ней относится. И когда я начала его хвалить, она сказала, у хорошей жены только может быть хороший муж. То есть очень мудро. И она правильно сделала вывод, подвела к тому, что все-таки в семье очень многое, да, если не все, зависит, конечно, от женщин. Ну, мужчины нас должны поддерживать. Вот, поэтому большое спасибо. Я считаю, даже то, что мы вот сегодня видим, это для нас как-то пример и возможность прикоснуться к тому, что какой же должна быть настоящая семья-то. Да? Вот пример, правда. И вот вы сейчас посмотрите, ведь они уже вместе полвека почти, да? И у них 2 детей и 7 внуков. Представляете? И наготове уже как бы на очереди 8-й внук у младшей дочери. Я вообще была поражена. Сколько у вас всего мальчиков и там внуков и девочек, внучек? 2 девочки, остальные мальчики. Да, вот 2 внучки и получается пока 5 девочек, да? 5 внучек. Вот. Ну там кто будет еще 8-й, пока не будем загадывать. Но вы представляете, какая богатая эта семья? И дружная, и они всегда вместе собираются. И причем эта семья носит звание образцовая семья города Лесосибирска. Представляете? Они живут в городе Лесосибирск Красноярского края. И вот они носят звание образцовой семьи. И не случайно вся лирика поэтессы пронизана семейной темой, материнской темой. У Любовь Титов называется «Расскажу тебе, внучка». Оно вошло в наш общий сборник «Хотят ли русские войны». Без слез вообще нельзя читать. Расскажу. Хочешь, внучка? Мысли болью полны. Не забыть мне тот случай в годы давней войны. Вышли с мамой буренку мы в поля отгонять, сочной травки теленки где-нибудь отыскать. А когда возвратились, не узнали село. Всюду угли дымились, ветром пепел несло, всю спалили деревню, 48 домов, расстреляли все семьи и свалили их в ров. Мама запричитала, прижимая меня, на колени упала, и заплакала я. Не 7-й год, а маме около 30, едкий дым, запах гари, и мы с мамой одни. Палку тут же схватила, ах ты мерзкая тварь! Громко вдруг завопила, но споткнулась и в гарь, и вскочив с новой силой, ух, ползучий ты гад, и до смерти
забила. Мама. Скрикнул солдат. Мама тупо застыла, руки вдруг опустив. И истошно завыла, голову обхватив. Слезы, капельки пота, громкий вырвался вздох. Немцу было всего-то 18 годков. «Мама!» Крик одичалый, а в глазах небо синь. Мама вдруг прошептала: «Прощать безотказное средство. Слово светлое, мать». Стоят мужчины у руля, хранят страну от лихолетий. Твои, Россия, сыновья, на всех границах, в небе, в море, среди смертей, среди огня. Они всегда стоят в дозоре, твои, Россия, сыновья. Когда бы враг не шел лавины, всегда защищена земля. Встают спиной к спине мужчины твои, Россия, сыновья. Их мужество, как щит надежды, их смелость подвига броня. И укрощают дух мятежный твои, Россия, сыновья. Они верны своей присяге, во всех навязанных боях не сделают назад ни шага. Твои, Россия, сыновья, и на войне, и в мирной жизни присягу верности храня. Вновь берегут покой отчизны твои, Россия, сыновья. И на войне, и в мирной жизни присягу верности храня. Вновь берегут покой отчизны твои, Россия, сыновья.